Yayınımızны devam etemiz. Bizim studiyamızga musafirlerimiz teşrif buyurdular ve aytkanımız gibi yayınımızın başında bu hafta aytkan edik. Rusiyada ötkerilgen meraklı ve acayip bir yarış hakkında tarif edeceğiz. Bu hafta bizim musafirlerimiz bizge tarif edecekler. Studiyamızda Arsen Arziyev, Kırım Cumhuriyeti Koy Hocalığı Vezirliginin İmiş Siyaseti bölüğünün yol başçısı ve Владислав Дудка, Вкусы России yarışının iştirakçısı. Доброе утро. Доброе утро. Рады приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Отличное. Бодрое настроение. Это главное. Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В чем основная миссия этого конкурса и какие поставлены задачи? Ну, вообще коротко, конкурс «Вкусы России» — это первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания. Этот конкурс направлен на развитие малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе субъектов Российской Федерации, популяризации сельского хозяйства, развитие региональных брендов продуктов питания, ну и в целом развитие и продвижение продуктов в субъектах Российской Федерации. На федеральном уровне он показывает, что сельское хозяйство – это одна из ведущих отраслей экономики, это основная доля в валовом внутреннем продукте страны. И этот конкурс направлен на то, что можно будет по результатам этого конкурса сформировать целую гастрономическую карту продуктов питания всей нашей большой страны. Конкурс проходит в несколько этапов. Он стартовал 7 октября. Это прием заявочной документации. Минсельхоз Республики Крым тщательно подошел к этому вопросу. Мы подали 5 региональных брендов. Это крымское вино, крымские морепродукты и аквакультура, крымский сыр, ялтинский лук и крымский пахлава и архат-лукум. Конкурс проходит, как я уже сказал, несколько этапов. Сегодня у нас второй этап. Это всероссийское народное голосование, которое стартовало с 0 часов и продлится до 2 декабря включительно. Поэтому, пользуясь случаем, прошу поддержать наши бренды. Обращаюсь к каждому зрителю данной программы и в целом жителям Республики Крым, что на сайте можно перейти на сайт вкусыроссии.рф и поддержать наши региональные бренды. То есть та продукция, которую вы перечислили, это можно назвать такой визитной карточкой брендов нашего полуострова? Все верно. Это 26 предприятий участвуют в этом конкурсе, как малые, так и более-менее крупные. Они показывают свой производственный, туристический, экспортный потенциал, рекламируют себя. И этот конкурс будет им только полезен, выйти на новый уровень, показать себя и в целом увеличить продажи своей продукции и как в региональном уровне, так и на межсубъектовом. А, Владислав, ваше предприятие по изготовлению сыров участвует в этом конкурсе. Скажите, как возникла идея участия и как вы узнали об этом конкурсе? Ну, о конкурсе я узнал от нашего Министерства сельского хозяйства, получил информацию. А идея участия, ну, я думаю, что такие конкурсы очень важны и нужны для продвижения как крымских продуктов, так и продуктов, которые производятся во всей нашей стране. Поэтому я с удовольствием принял участие со своими сырами. Моя сыроварня представлена нашими сырами, которые мы делаем здесь в Крыму, из крымского молока. И нам будет очень интересно познакомить жителей всей нашей огромной страны с нашим продуктом, чтобы они приезжали, пробовали, увозили с собой частичку Крыма. Сегодня вы принесли несколько сортов различного сыра. Вот у нас они представлены на столах. Что это за сорта? Можете нам Да, конечно, рассказать? расскажу. Вот на этой сырной досочке представлены 2 вида сыра. Сыр называется новосветский. Почему новосветский? Потому что мы используем виноматериал завода, и головочки сыра закладываются в этот виноматериал, и там находятся и созревают. Получается такой симбиоз продукта – сыр и вино, чем славится Крым наш. А второй сыр называется просто коза. Мы делаем его из козьего молока, которое берем у наших фермеров. И вот такой вот замечательный козий сыр, замечательное козье молоко, который производит у нас здесь в Крыму. Ну и наши визитные карточки, скажем так, наши сыры. Видите, такие необычные формы, необычного цвета. Так и не скажешь, что это сыр. Поначалу не скажешь, да, на самом деле это сыр. Называется он карадаг. Видите, такой в серенькой обсыпочке, как вершины карадага. Это твердый сыр, который мы делаем. Внутри чесночок и крымская розовая соль. Вот. Не знаю, если мне принести домой этот сыр, мне еще нужна будет инструкция, как его употреблять и с чем его употреблять в пищу. Ну, на самом деле, с нашим замечательным крымским вином очень хорошо подходит. И вот такой вот еще покажу замечательный сыр. Уникальный, можно даже сказать. Мы его
представляли на выставке в Москве, возили в Москву «Золотая на осень». «Золотую осень». Да, он вызвал очень большой интерес у гостей выставки. Сыр называется «Салдая». И это головка твердого сыра с розмарином. Внутри находятся баночки, залито крымским медом, опять же таки. В общем, все крымское сегодня. Да, Здорово. специально разрабатывали, делали как гастрономический сувенир, чтобы турист мог увезти его с собой. Очень Сложно здорово. сейчас просто говорить об этом сыре, не попробовать его вкус. А какие основные требования предъявляются к продукции на этом конкурсе? Но основные требования — это то, чтобы продукция была нашего местного производства. Например, в бренде «Крымское вино» должен быть виноград, произведенный, выращенный на территории Республики Крым. Только поэтому он может участвовать в этом бренде. Ну и вообще в целом этот критерий подразумевается по всем нашим региональным брендам. И вот мы подумали и проявили именно и подали заявку именно на наши основные аспекты, на нашу туристическую, на наши фишки крымские. Вот у нас многомиллионные были туристы в этом году и каждый год приезжают. Я думаю, эти продукты только подразумевают о солнечном Крыме, рассказывают о его гостеприимстве. И я думаю, мы только правильно выбрали, и я думаю, все у нас получится. Конечно, наш регион славится своей продукцией. Я думаю, что участники достойно представят нашу республику на конкурсе. Владислав, что вы ожидаете от конкурса? Ну, во-первых, я хочу, чтобы сыр, который мы делаем здесь, в Крыму, и производим, мы находимся в небольшом месте, Щебетовка называется, поселок городского типа, но, с другой стороны, мы очень хотим видеть туристов у себя в гостях, и поэтому конкурс, я надеюсь, нам даст такой, подтолкнет туристов заезжать к нам на сыроварню, пробовать наши сыры, дегустировать и увозить с собой. То есть узнаваемость бренда, на самом деле, очень хочется получить, и я думаю, что такие конкурсы, они зачастую этому очень сильно помогают. Да. И, насколько нам известно, это одна из основных целей этого конкурса, чтобы бренды стали узнаваемыми. Все верно, да. Это популяризация и узнаваемость именно региональных брендов на общей карте России. Я считаю, что вообще у Крыма в этом аспекте очень большой потенциал есть. Здесь гастрономическая тема просто может еще развиваться, и очень много что можно сделать. Появляются новые какие-то фермы. Кто-то выращивает, я не знаю, косы, делает молоко, кто-то перепелов. То есть очень много, кто-то улиток делает. То есть потенциал огромный. А еще так скажу, что надеюсь, что нам это сыграет в плюс, что к нам приезжают туристы, они это все пробуют и увозят с собой. И вот частичку это увезли с собой, попробовали, и воспоминания приятные увозят с собой, и потом они уже эти продукты начинают искать на полках своих магазинов там, на Большом материке. Вот очень хочется, чтобы вот нас еще лучше узнали. Ну и Крым у них начинает ассоциироваться с этими продуктами. с едой, со сладостями, с медом с нашим, с винами с нашими. Для себя очень многие в этом году, очень много общался с туристами, открыли для себя, вот прям вино, сыр открыли для себя. И люди, скажем так, раньше не бывавшие в Крыму, теперь говорят, да, как здесь здорово, как замечательно, как все вкусно. Ну, с вином все понятно, он давно производился в Крыму. А что касается сыров, на каком уровне сырное производство в Крыму? Но очень сильно и очень быстрыми темпами оно развивается. Я приехал в Крым 3 года назад. Приехал с идеей развивать именно вот направление сыра. И на глазах видно, как это, да, начал тут же сразу практически мы начали взаимодействовать с Минсельхозом. И при поддержке Минсельхоза, при поддержке Министерства экономики, Центра кластерного развития мы продвигаемся, мы объединились в кластер, в единый молокопереработчиков. И на глазах видно, как все меняется, как появляются новые сыроварни, как делают какие-то новые сорта сыров, как участвуют во всех мероприятиях, фестивалях каких-то, конкурсах подаются. На мой взгляд, очень быстро и очень хорошо развивается. Если мы будем продолжать дальше, у нас есть все перспективы стать не только таким винным краем, да, но и сырным регионом. Хочу заметить, что именно крафтовое сыроварение у нас бурное развитие после 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, после продовольственного эмбарго и после программы импортозамещения. Это при помощи активной государственной поддержки Минсельхоз Республики Крым выделяет гранты на развитие данного направления как начинающим фермерам, так и более-менее крупным предприятиям. И поэтому данный вид вообще сыроварения стартовал именно с 2014 года, бурное развитие получил.
импульс. Владислав, наверняка ваше предприятие не единственное, которое представляет продукцию данного типа на конкурсе. Есть ли информация о других участниках конкурса? Ну, насколько я знаю, коллеги мои участвуют, да. И- Вообще, вот, позвольте я скажу, крымский сыр у нас представляет 11 предприятий. Это маленькие такие крафтовые сыроварни, которые находятся там под Алуштой, вот в Коктебеле, Щебетовке, так и более-менее крупные предприятия, которые как в Джанкое, там более-менее промышленные объемы. Ну и вот мы даем как бы шанс и малым, и крупным проявить себя и показать себя на всю страну. И мы уверены в том, что действительно будет возможность достойно проявить себя на уровне всей страны. Спасибо, что посетили нас сегодня. Мы вам желаем успехов, мы вам желаем победы. Но несмотря на победу, как мы все привыкли говорить, главное не победа, главное участие, да? А главное, что не только в Крыму, но и на материке узнают о том, насколько богат наш полуостров различной продукцией. Что вы пожелаете нашим телезрителям? Я телезрителям пожелаю всего самого наилучшего, чтобы каждый день их радовал, и на столе всегда были наши качественные крымские продукты. Этот труд, это самоотверженный труд наших аграриев, они работают на всю страну. Спасибо. Владислав? Ну, а я хочу, чтобы местные крымчане, так скажу, когда у них стал вопрос, как же удивить и угостить гостей, они всегда знали, что можно выбрать. Гастрономический подарок – это, мне кажется, самое лучшее. Да. Спасибо за пожелание. Спасибо. Хорошего дня. До свидания. До свидания. İşte böyle saygılı dostlar, meraklı sübetimiz oldu. Вкусы России adlı yarış hep devam etmekte. Bunun için siz de kırınız олардың сайтына ve elbette bizim Kırım'da üretilgen mahsulotlарға өз рейлеріңізді беріңіз. Bizim yayınımız ise devam ете, ve növбеттегі қысымны диққатыңызға havale etemiz.